А это кто? Это твоя внебрачная дочь. Кто? Твоя внебрачная дочь. Дочь. Слушай, может, это ошибка? Какая еще дочь? Не может быть такого. Поверь мне, может. Кто ее мать? Помнишь Шолпан? Это жердяйка, что ли, которая с нами училась? Усатая такая? Вообще-то это жена моя. Чтоб ты дальше хрень на нее не наговорил. Ну, это про Аманбекова Шолпан. Ну, это жена моя. А, то есть не Аманбекова, а Иманбекова. Ахал, все, не отмазывайся. Прости, брат, я ее такой помню. Столько лет прошло. Поменялась, наверное? Ну да, 40 лет прошло. Похорошела? Ну так, не совсем. Она просто за это время на 40 лет старше стала. Ничего страшного. Ничего страшного, кроме Шолпан, ты хотел сказать? Да нет, в чем тут это? Я вообще не говорил же. В чем твоя жена? Взяла и меня поставила. Просто я хотел узнать, кто мать моей дочери. Ну так ты дослушай. Помнишь, у Шолпан была подруга Карахат? Ты с ней еще дружил до армии. Конечно, помню. Вот, она и есть ее мать. Карахат. Когда она родила? Почему я не знаю об этом? Ну, когда ты в армию уехал, она подумала, что ты сбежал. Да не сбегал я никуда. Если бы я знал, женился бы. Ну, не знаю, просто потом, когда ты в Алмату переехал, она уже не смогла тебя найти. Тогда же сотовых телефонов не было. И вот она родила, дочку своей маме оставила, а у самой сейчас другая семья. Что ты раньше не говорил? Да я и сам не знал. Шолпан мне только недавно сказала, когда узнала, что ты вернулся. А Карахат просила ее не рассказывать тебе. Ну, а Шолпан не выдержала. Сколько лет прошло, поэтому она решила признаться. Ясно. И где сейчас моя дочь? Она здесь, в семье. Адрес есть? Массажный салон «Мужской рай». Ой, ё-моё, опять все перепутал. А, на обратной стороне? Кстати, салон хороший, если сейчас сходи. Фасима Манжолова, дом 2. Че, халачно выспались? Так точно. Получили, да, удостоверение? Так точно. Да, у нас тоже. Или что там, бардың больницаға? Да, сходили, шеф. Что не видите? Ну, там пару ушибов деді. Шухов? Да. Да, он ушибов имеет в виду, вы же знаете уж. Ну, врачи сказали, ничего серьезного там. Да. Скоро умрет, говорит. Ничего страшного. ничего Ничего страшного. Ребят, теперь давайте по поводу работы. Система остается как в Алматы. Серик, ты у нас будешь сводным. Так у тебя точно. будет 20 подчиненных. Так точно. Напарником будет Волжас. Самая тяжелая патрулька. Шеф, хотя бы подчеркните, к сожалению. Шеф, можно я скажу? Нельзя. Шеф, я... Ты че гнидый? Скажи спасибо, что мы тебя взяли с собой. Шеф, я вообще... Ты что, не помнишь, что ли, какой ты гнида был, когда начальником управления был? Ну да. Тебе нельзя быть старшим. Шеф, я вообще-то в туалет хотел уйти. Я думал, ты мне противоречить хочешь. Ладно, Серик. Но все равно он гнида же. Да. Потом сходишь. Серик, там на твоих подчиненных, оказывается, СБшники жалуются. Ой, разберемся, шеф? Да, наведи порядок. Ты же это умеешь. Конечно, так точно же. Так, теперь дальше. Медет, ты будешь у нас старшим участковым. Есть. У тебя будет пару подчиненных. Ну, напарником остается Едель. К сожалению, Идель, подчеркните. Да, можно. Ой, еще, братан. Шеф, если у меня будет пару подчиненных, может, не надо едли? Почему? Ну, уволиться хотел.
Серьезно? Ты что, уволиться хочешь? Да не гонит он, шеф. Да он просто сам еще не знает. Я его уговорю, шеф. Ладно, Медя, Купсуль имеет. Приказ есть приказ. Есть. Ребята, единственная просьба. Не подводите меня, пожалуйста. Все, шеф. Получается, вы сами доедете, да, шеф? Не понял. Ну, вы же говорите, не подводите. Да. Я думал, сами доедете. Медя, за этим вот особо присмотр нужен. Сами знаете, да? Все, теперь свободно, идите. Все, спать, работать. Не выспался, бро. Почему? Потому что ужас ага всю ночь был с красавицей сегодня. Это ты сейчас про свою руку говоришь? Ой, выше, Серик. Там была такая красотка, третьего размера. Ой, бай. Слышь? Близко было, что ее грудь похожа была на твой подбородок? Это случайно не вчерашний? Да, они, кажется. Да, они. Неужели ты же мне накинул? Какие люди, уайгули! Қалайсыңдар, алматинцы! Чего орете, блин, ребят? Можете хотя бы для начала поздоровайтесь по уставу. По уставу дейсің ба? Иә. Сен правильный болып қалыпсың ғой кәдімгідей, иә? Прям самый главный, на трассе ссать можно, а тут прям по уставу деп милашка болып қалған. Надеюсь, здесь нигде не сыте? Ятпала, да? Байқаңдар. Кстати, до вашего приезда нам же шеф сказал, и хархаровцы придут, скакуны. Да. А я вижу не скакуны, а секуны. Вы все сказали, я просто жду. Да? Да? Просто сейчас новый командир взвода придет. Как-то будет неправильно в первый же день опаздывать. Может, пойдем уже? А вы уже қорқып жатсыңдар ма? Мал келген шығар, бір, түсінбейтінді. Да и вообще, Талга, у нас, знаете, все взводные, конченые ишаки. Олар басында сөйтеді. Адам болып, шен өскен сайын кісі болып, менсінбейді. Вообще, взводныйлардың барлығы бар ғой, мразь ғой, да? Мразь, О. мразь. Мразь вообще. Контужные бар ғой. Стопудово. Контужные, да? Вообще, типа, өзінше честный, да? Иә. Да, сондай ғой. Сондай бар солар взводныйларда. Ладно, брат, я не хочу опаздывать. Да. Бара беріңдер, уақыт бар әлі. Ничего, братан. Ну, я говорю, холод. Салам алейкум. Уалейкум салам. Слушай, здесь же курить нельзя. Плохой пример подаешь. И чё? Ты чё, наш новый старший участковый, чтобы так говорить? Представь себе, да. Да ну нафиг. Здравия желаю, господин капитан. Поднимай. Не пей. Поднимай давай. Ешь. Есть? Ешь. Да, шучу я. Почему курим? Да я нервничал. Я знал, что вы придете. И переживал, как слова подобрать, что говорить вам. Тем более вы такой статный, оказывается. И такой красивый, кость имесен. Ту-ту-ту-ту. Да ты у нас, оказывается, да? Это слово забыл. Как Подполковник, ты сидишь? подполковник, на него посмотреть? Подхалим. Помнил. Да нет, я просто к вам от души же отношусь, шеф. Кстати, я даже вам подарок подготовил. А, ты настолько, что ли? Да. Ну, по-другому я не имею права к вам относиться. Вы парфюм любите? Люблю. Блин, тогда я часы сдам и вам парфюм куплю. Или хотите, и то, и другое куплю. В принципе... Эй, короче, давай сначала познакомимся. Тебя как зовут? Алим, Алим. А полное имя случайно не Подхалим? как же я ваш юмор люблю, шеф. В смысле? Это первая шутка моя. Первая и самая смешная, которую я слышал. Ясно. Ну ладно, пойдем вовнутрь. Кто там? Вы заходите, Агендер. Я сейчас заказ жду и зайду. Пошли. Екінші братан, походкаңыз мощный екен. Он кот не кірме, он здесь ничего не решает. А, да? Больше не повторится, шеф. Братан, тиіспеші, кіре берсінші. Бізге де біреу кірсін да, братан? Еду, ты же охренеешь потом. Так, все собрались, сейчас новый командир взвода придет. А к этим двум лучше близко не подходить, потому что могут обоссать. Неге? Таныс қойыңдар, Алматыдан келген скакуны. Скакуны деп, о, секуны. Еще, Джеки, прикиньте, өздерінің руларын білмейді ғой.
алматинец, у тебя какой РУ? Mail.ru. Mail.ru. Айва. Так, шеф идет, шеф идет. Шеф идет. Так, равняйсь. Смирно. Вольно. Так, ребята, мне ехать надо срочно, работы много. Хочу представить вам вашего нового командира взвода, капитан Умаров. Да. Шеф, в принципе, можно без официоза. Ведь по-свойски айтаверем ғой олар. Кірсем мен көтіме кіріп жатыр ғой, или че мен көтім көре алмайсың ба? О, қаяққа? Ассалаумалейкум деуге жылайын жоқ па, шама амандасып. А ты что сам не встаешь? Что не по уставу? А вы кто? Я новый старший участковый, значит, твой начальник. Қазір, кешіріңіз. Ну, братан, маған вегетарианец па? Вегетарианец, это кто мясо не ест. Ой, білеміз ғой, жемегеннен кейін осындай болып қалған пешара. Слушай, брат, ладно, не вставай. Жоқ, братан, Не нормально. надо. Тұрамыз ғой, братан. Ты что, ходить умеешь, что ли? Да, а чё? Зачем ты это в кресле сидишь? Да, просто, наверное, колесики бар, кресло жоқ та, мынаумен удобно, туда-сюда катаешься, еще тұрмайсың. Это же инвалидное кресло. Где взял? Алдында бір инвалидтен біреу ұрлап кеткен ғой, прикинь. Құдайдан қорықпайды адамдар. Ұрлап, оны ұстап алдық, потом қамап тастадық. Теперь вот хозяина ждем, что-то долго не приходит. То ли работает, или тренировка дома, білмеймін ғой. Как он придет? Как он придет, дебил? Он же инвалид. Короче, сегодня же это кресло отвезли, поняли? Так Хозяину. точно. Сегодня же. Все. А это, вас как зовут? Капитан Медет Аманбаев, сержант Базарбаедль. Очень приятно. Сержант Мельдбеков Бахчан. Давайте мен сіздерді кабинетке провожу. Пойдем. Спрячка. Серик, ты сними. Дальше сам. Так точно, шеф? Мне ехать надо срочно. Есть. Ужас. Можно на пару слов тебе? Есть. Все, работайте. Так, Чип и Дейл, ну-ка, середине вставайте. Ага. Добрый день, господа коллеги. Че, представляться не будете? Здороваться? Здравия желаю, господин капитан! Вот, смелей. Я понимаю, вы не особо хотите, чтобы я был вашим командиром взвода. Но у вас другого выбора нет. Я ваш командир взвода. Смиритесь с этим. Зовут Серик, фамилия Умаров. Теперь мы будем вместе работать, к сожалению. К вашему сожалению. Я вам что хочу сказать, ребята. А где ваши жилеты, кстати? Машинда? Вы что, гоните, что ли? Надо всегда жилеты одевать. Хотя нет, давайте так сделаем. Вот каких-то там, когда будет там наши бастыктар собирать, там еще какое-то общее собрание, построение, все одеваем жилеты. В принципе, когда я с вами, можете не одевать жилеты. Я как бы в этом плане лояльный. Но это не всех касается. Вот вы вдвоем конкретно в этих жилетах живете. Даже мыться в душ будете в этих жилетах. Даже с женой, когда спать будете, эти жилеты. Круглосуточно, чтобы одевали. Понятно? А за этим всем будет следить мой заместитель. Познакомьтесь. Темирбеков Улжас Фархатович. Конечно, у меня не должно быть заместителя, но я хочу, чтобы у меня был заместитель. Ребят, я вам хочу что объяснить. Вообще, кто такие полицейские, вы знаете? Я не такой монстр, как эти двое мне про меня говорили. Я хочу вам сказать и объяснить, кто такие патрульные полицейские. Патрульные полицейские, это, вы же сами, наверное, знаете, это щит. Щит народа. Гражданский. Наш народ, он должен всегда чувствовать безопасность. Правильно? А вот с такой рожей толстой, неблагодарной, как он может быть безопасность? Правильно? Да. У них всегда есть страх, что вот видят они патрульную полицию, они боятся, что их остановят. А у них не должен быть страх, они должны верить нам. Поэтому, не дай бог, кто-то из вас берет взятки, подарки, неважно что. Хоть кто-то будет связан с коррупцией, сам, лично приду и придушу вас. Или сдам. И тогда
Завтра вы можете оформлять и прокурорских, и антикор, и судей. А чего вам бояться? Оформлять всех. Если они нарушили закон, оформлять по полной. А особенно надо оформлять своих родственников, своих братанов, друзей, одноклассников, жижде, буле, фуле, куле. Вот это все надо обязательно в первую очередь оформлять. Хоть мать родную, хоть дочь родную. Всем понятно? Так, Гоша! Вот другой разговор. Уходите. Нет у меня денег, быстро отошли отсюда. Кызым, я вообще-то по другому вопросу пришел. Может, откроешь? Не открою я вам дверь. Быстро ушли, не буду я оплачивать этот кредит. Какой еще кредит? Ну, за которым вы пришли, быстро ушли. Нету денег, говорю же я. Кызым, я не собираюсь брать с тебя денег. Я вообще-то по другому вопросу пришел. Может, откроешь дверь, пожалуйста? Угу. Всегда так врете. Не буду я открывать дверь, не буду ничего оплачивать. Быстро ушли. Ну, может, все-таки откроешь дверь, пожалуйста? Так говорите, я вас прекрасно слышу. Как бы это сказать, а? Кызым, в общем, я твой отец. Папа? Кызым. Папочка. Вот тебя как зовут, например? Мирас. Мирас? Сколько раз оформлял своих родственников? Не раз. Потому что ты кто? Мирас. Просто я сирота, я с детдома. А. Сори. А тебя как зовут? Жандос, Жандос. Вот ты сколько раз оформлял? не раз. Потому что ты Мирас. Я тоже из детдома. А, ё-моё. Невозможно. Сори. А тебя как звать? Махжан, Махжан? Сколько раз ты оформлял? маму и папу оформлял. А почему? Ну, за то, что они заставляли на них говорить мама и папа. Это жены родителей. Слушай, а есть люди, которые психологически не травмированные, такие обычные? Секундочку. Шеф звонит. Сейчас я переговорю. Все. Короче, Серик ушел. А что значит? Я начальник. Понятно, да? Равняйся! Смирно! Вот так вот. Когда Серика нету, я главный, понятно? Серик пришел, я не начальник, все. Так, где я остановился? А, да, насчет психологической травмы. Тебя как зовут? Черт? Чмо? Талгат. Талгат, вот скажи ты мне, ты же мне хочешь сказать правду? Да? Вот эти ребята, они же не с детдома, они же мне соврали, вряд ли они сироты, да? Да, врут. Да? Да. Вот, познакомьтесь, терпило. Видите, какое? На ровном месте вас подставляют. Вы его боитесь, он еще шефу может сдать. Я знаю его, имею в виду, и тебе будет сложно со мной работать. Может сразу уволиться, может там по ситуации поймем. И его вот этот Дейл, Чип и Дейл вы еще будете. Так, ребята, всем задача сегодня. Каждый из вас должен оформить своего родственника. Если сегодня протоколов не будет с родственниками, значит, я сделаю так, чтобы вы уволились. Всем ясно? Так точно. А я всегда знала, пап, что вы придете. Если бы знал, что у меня есть дочь, я бы сразу приехал бы. Просто об этом я узнал только вчера. Зато ты у меня такая красавица выросла. Спасибо, пап. Кстати, мама много хорошего о вас рассказывала. Кажется, она не врала мне. Да? А где она сейчас? А она сейчас в Астане живет, у нее там вторая семья, а я здесь. Я вот живу у дяди и у тети. Я там работаю в салоне. Кстати, учусь параллельно на визажиста. Ой, молодец, кызым. Ты вот дверь не открывала, денег нету. Что, у тебя проблемы какие-то? Да нет, там я, кредит брала. В тот раз приходили коллекторы. Думала, в этот раз тоже. А так все хорошо у меня. Кредит?
Сколько там? Там где-то мало осталось? 1150 примерно. Да, 150. 150, говоришь? Ну-ка, скажи свой номер, я тебя переведу сейчас. Да нет, не надо. Вы что? Я сама его оплачу, там еще мало осталось. Доча, я должен был растить тебя, обеспечивать тебя. Кто знает, если бы я был бы рядом, ты бы не брала бы эти кредиты. Так что давай, бери сколько нужно, переведи себе. Вы уверены? Не стесняйся, давай, бери сколько нужно, давай. Хорошо. Пап, если я сейчас переведу нужную мне сумму, то у вас останется только 20 тысяч. Вам нормально? Че, доча, я что-нибудь придумаю, все нормально. Точно мы? Да, точно. Впредь знай, что у тебя теперь есть я. Спасибо, папа. А что это за шарики? Праздник какой-то, что ли? Я не знаю, сам первый раз вижу. Господин капитан, разрешите? Заходи. Блин, вы же зашли, да? Я хотел вам сюрприз сделать. Слушай, это не ты случайно здесь такой праздник устроил? Это все не случайно. У нас же праздник. Я как узнал, что у нас появится новый шеф, решил украсить тут все. Тем более у нас, как КНС, сегодня радостное событие. До этого у нас просто шеф был. А, кстати, я же вам номер хотел удалить. Сейчас при вас это все сделаем. А что он у тебя как? Любимый шеф написан. Нелюбимый шеф. Просто там не поместилось iPhone 11 Starbar. А, кстати, я торт привез. Там надпись есть. Там написано. С днем рождения? Почему с днем рождения? Да потому что благодаря вам у меня родилась надежда, что на нашем районе наконец-то будет тишина и порядок. Ой, бай, братишка, сен көттің ішіне прописка отырып апсың ғой, а? Это же для меня слишком же, братан. Да, ты это... Оборот избавь чуть-чуть. Да, мне это нравится, конечно, но при людях я отходь. Ты что? Как она исход, братан? Ладно. Что у вас тут? Какие еще проблемы, кроме ожирения? Ожирение деген әзіліңіз. Мощный кетті, да, братан? Сука, ведущий еще. Че там по проблемам-то? Проблема сол, братан, старый проблемалар ғой, банальный. Там алқаштар, ана ішіп келіп әйелін ұрады, домашнее насилие. И этот... кстати, самая главная проблема – это проституция. А что с ней? Нету ее. Так это же хорошо. Не, это может для вас хорошо. Для меня это нехорошо. Қыздар қарамайды просто. Сосын ана қыздармен Для шамал. меня тоже, мен сен түсінемін сен, ладно? Сол қиын шамал. Ладно. А насчет бывшего начальника твоего, нелюбимого, кого-нибудь крышевал по району? Ой, тут он много кого крышевал. А сейчас кто крышует? Сейчас никто уже, все. Ну, правильно. Мы тоже никого крышевать не будем, да? Правильно. Правильно? Да. Как она есть? Крышевать мы теперь никого не будем. Слово крышевать... Поближе станьте, запалили. Слово крышевать мы заменим на слово контроль. А? Контроль же нужен, правильно? Правильно. Безопасность. Чтобы никто не дебоширил, не мешал торговле, бизнесу. Дружба? Как она есть. Поэтому начнем работу сейчас же. Будете показывать, кого он там крышевал. Поехали. Кет, еділ, курткаңды алсайшы. Болды, братан, браво. Братан, затылығыңыз мощный екен. Блин. Ладно, давай еще раз скажи. Затылығыңыз мощный екен, братан. Я артынан... Мынаның жеме түсіндің ба? Болды. Көті занят ол. Вы же, главное, не забыли, да? Вы все обязательно должны носить жилеты. Вы всегда, а вы когда выезжаете патрулировать. А во-вторых, я же имена ваши не спросил. Имена я сразу говорю, не запомню. Харкаель. А вот, в принципе, если клички вам поставить, такие легкие, может и запомню. Вот, например, вы вдвоем все понятно, вы терпилы. Поэтому я вам жилеты вот дал, чтобы вы отличались от всех. Понимаешь? А вот, например, тебя как зовут, я забыл? Мирас. О, Мирас, будешь гитарас. Ха. Так точно. Так, тебя как зовут?
Аслан. Аслан. Так, Аслан. Рифма? Осел. Ну, можно осел. Пойдет тоже. Прикольно. Имя? Улан. Улан. Рифма? Долбан. Банан я хотел сказать. Ну, в принципе, долбан. Мне больше нравится. Теперь, главное, ребят, хотел еще добавить. Пожалуйста, давайте мы, конечно, систему всю МВД не поменяем. Ну, внутри, вот в коллективе можем эту систему поменять. Оформляете гражданский? Пожалуйста, по факту оформляйте. О, секундочку. Сейчас, Полик, поговори сейчас у меня телефон. Алло. Халаснаре, чумулар. Короче, слушайте, если вдруг взрослых детишек остановите, то не оформляйте их, хорошо? Понятно? Так точно. А при чем тут взрослые татишки? И жирные. Потому что они нежные, хрупкие, легко ранимые дамы, понятно? Да? Если что, мой номер давайте сразу. Так точно. Там уже зовут нас сейчас по делам. Это, ребята, ну, всем все ясно же? Так точно. Так точно. Ну все, давайте, гоу-гоу. Работаем. Доча, мне на работу надо бежать. Ты заходи, если что, звони. Хорошо, все, что угодно проси, хорошо? Пап, вы же и так и мне кредит закрыли. Я даже не знаю, что мне еще просить у вас. Да, пока я жив, все, что угодно для тебя сделаю, хорошо? Хорошо. Я вас завтра на обед жду, приходите. Все, Замцо, иди, замерзнешь. Давайте. Давай, Пока. иди. Хорошо. Алло? О, Ахыл, қалайсың? Ничего, как сам? Пойдет. Слушай, ты на тот адрес, который я тебе давал, ходил или нет? Конечно, ходил, познакомился с дочкой, даже не верится, что у меня такая красавица выросла. Ну, правильно, ты не верь. В смысле? Не понял? Короче, я с Шолпан поговорил. И, оказывается, я тебе тогда дал неправильный адрес. Там улица не Касыма Аманжолова, а Аманжола Касымова. Так это не моя дочь? Нет. Блин, как там? Мы с ней говорили. Их тоже папа бросил. У вас там совпадения были? Ну, значит, совпадение. Еще это для меня дорогое совпадение. Я ей кредит закрыл. 150 тысяч дал. Да ладно, чуламаш, зато сауап болады. Какой савап? Кто мне теперь савап сделает? Савап, ты давай. Слушай, я же говорю, но я перепутал, но я же как лучше хотел. Теперь езжай на этот адрес, на Аманжола Касымова, дом 2, квартира 40. Твоя дочь там живет. А что я теперь этой девушке скажу? Ничего не говори. Просто пропади и все. Тем более, тебе же не привыкать детей бросать. Все, мне ехать надо. Куда ты пошел? Стой на месте, куда ты пошел? Как куда? К детям своим. Я же своих детей не бросал в свое время, как некоторые. Шапшаузен где? Короче, мне адрес не нужен. Дай ее имя. Мои там сами пробьют. Все, давай. Имя ее я не знаю, но если хочешь, могу номер дать. А что, у тебя номер был, что ли, все это время? Вечером я чуть не удочерил ее. Ищак. Братан, дожди, қой керек, короче. Шапшаузен где? Скинь ее номер. Хорошо, сейчас скину. Вот, скинул. Все, мне ехать пора. Если что, звони. Давай. Пошел в жопу, малый. Ёп, тогда что мне теперь этой девушке сказать? Что там, интересная серия, да? Я тут подключил все свои связи. Я же все-таки весь имею. Короче, пройдите по ссылке, смотрите дальше, кайфуйте. Не благодарите. Раз. Как вашего шефа звали? Арсен. Два. Фу, как вспомню его имя, прям тошнит. Вот медет базар нет имя. Қойшы, айналайын, болды уже. 26, 27. Вот теперь типа простил. Типа? Блин, Баха, неге сразу айтпайсың? Если с шефом что-то случится, как я это переживу? Ой, е-мое, эти праворуки задолбали. Твори добро, всем непорядочным назло. С миром живи, любимую люби огонь.
сегодня нам всем повезло, потому как звучит, потому как стучит бит радуга. Пусть окружает нас, наши дети, как солнце, сияют над нами откровенно. Мы желаем всем добра, давайте друг другу всегда говорить: ай, молодец, мало молодец, ай, молодец, мало молодец, 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 мало молодец, мало молодчина, чина, чина, дэнс. Всем хорошо, качай смузи на века. Слышишь, шумит волна среди земного моря. Сияют звезды по ночам, а по ночам охота. Дайте шуму до субботы, опа-на. Это не новый музон, это наши сердца звучат в унисон откровенно. Мы желаем всем добра, давайте друг другу всегда говорить: ай, молодец, мало молодец, ай, молодец, мало молодец, 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 мало молодец, мало молодчина, чина, чина, дэнс, дэнс. Чина найда опа, чина, чина най, чина найда, чина найда.